Решили, короче, в Трехозерку приехать. А тут вон что. Я машину подальше поставил. Не решился ехать. Либо пешком, либо не знаю. С такой картины для сыктывкарских водителей началась астрономическая весна. В день весеннего равноденствия. По этой переправе решались проехать разве что самые смелые. И те, у кого подвеска повыше. В списке смельчаков – рыбаки. Говорят, на том берегу клев лучше. Ездят туда все время рыбачить на Курью. Прямо возле Трехозерки. Съезды к ледовой дороге превратились в одну большую лужу. А ближе к обеду здесь появилась вот такая деревянная конструкция. Как предупреждение о том, что переправу на Трехозерку готовят к закрытию. Теперь официально с Большой землей жителей Заречного поселка связывает только одна дорога через Алешино. У жителей поселка Орысь, что в Перлузском районе, альтернативы нет. В райцентр ведет лишь один понтонный мост. Река Луза живет еще в зимнем режиме, а вот сельские власти уже перешли на весенний. То есть идет планомерная подготовка непосредственно к тому, чтобы этот мост постепенно убирать. Ну, обычно это происходит в середине апреля месяца, ну, в зависимости, какой был год. То есть был год, когда мы в марте месяце снимали этот мост. Зависит именно от погоды. Но много снега, поэтому зависит, опять же, будет резко потает или постепенно будет таяние снега. Только от этого тут мы не можем предсказывать. Поэтому мы готовимся заранее и знаем, что в любой момент может быть ситуация, когда мост придется отсоединять. Жительница Заречного поселка Полина Забродская тоже переживает, что снега много в этом году. От снежного покрова, а значит и от высоты воды. Зависит, как долго ее родной Орысь будет отрезан от Большой земли. А почти месяц всегда. Месяц. Но когда половодье, пенсию пенсионерам привозят. Стараются так, редко, когда что-то там, но привозят. Потом продукты. Не только на юге, но и на севере республики уже готовятся к большой воде. В Уссылимском районе проверили все пункты временного размещения. Провели перепись населения на подтопляемых территориях. Завезли дополнительные запасы топлива. Настроены местные власти на спокойную весну, за исключением некоторых проблемных участков на двух реках. Есть проблема у нас низовья Цильмы и Печоры. В осенний был лед таял, и заторы появились. Может быть, вот они, заторные явления могут быть, и все. А так большой воды не будет. Я думаю, что не будет большой воды, полфута. Ну, все равно мы готовимся, естественно. 5500 жителей Коми живут на подтопляемых территориях. И пока синоптики готовят официальный прогноз весеннего половодья, старожилы руководствуются приметами. Если в день весеннего равноденствия шумная капель и яркое солнце, быть ранней весне. Виктория Палкина, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.